Красивым должен быть не только интерьер, но и экстерьер. В городе полным ходом идут работы по благоустройству. Пожары в дачных массивах – одни из самых сложных в тушении. С целью их предупреждения работает специальная комиссия. Молодожены Сибая собрались в одном месте. В Центре народной культуры и досуга открылась свадебная фотовыставка. Теперь об этом и другом более подробно в эфире выпуска новостей в студии Наиля Ахмедшина. Здравствуйте! С приходом летнего сезона в Сибае полным ходом идут работы по благоустройству. Облик города во многом зависит и от того, насколько трепетно представители частного предпринимательства отнесутся к имиджу своего учреждения. Отметим, что в зону ответственности частников входит не только обустройство коммерческой площадки, но в том числе благоустройство территории, прилегающей к объекту, ее внешний вид, планировка и функциональность. Как свидетельствует практика, далеко не все предприниматели относятся к этой задаче ответственно. Однако встречаются среди сибайских объектов частного предпринимательства и такие, которые не могут не радовать глаз простого обывателя. Вопрос о создании учреждения, которое могло бы предоставить ночлег приезжим в промышленной зоне нашего города, нередко рассматривался на собраниях Совета городского округа. Сибай служит централизованным пунктом для всего Башкирского Зауралья, куда съезжаются за покупками жители близлежащих районов. Будь то одежда, техника или строительные материалы, и нужно, чтобы людям было где остановиться. Задача была решена достаточно скоро. Недавно на территории, располагающейся на перекрестке улицы Пролетарской и Восточного шоссе, обосновалась гостиница «Суперчик», успевшая полюбиться как приезжим, так и местным жителям. Мы давно вынашивали идею построить такого рода комплекс, связанный именно с общепитом. И когда нам в качестве одного из мест предложили это, с радостью подхватили, потому что оно располагается на трассе очень выгодно. И выгодно с точки зрения для проезжающих, для гостей города недалеко, поэтому решили остановиться. Место на выезде выгодно отличается своим расположением за счет большого потока машин, движущихся по шоссе. Однако для того, чтобы место полюбилось не только приезжим, но и местным, необходимо было позаботиться о создании привлекательного имиджа для гостиницы. В план работы входило не только обустройство яркого интерьера, но и приятного экстерьера. Сегодня благоустроенная территория заведения выгодно выделяется на фоне других объектов промышленного и торгового назначения. Само собой, разумеется, было все заасфальтировано. Этот газон мы своими силами постарались, засадили, значит, деревьями, елками, лиственницами, декоративными кустарниками и газонной травой. Для того, чтобы это было красиво, привлекало население, радовало взгляд. По словам руководства заведения, в дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории входит не только поддержание уже существующего порядка, но и установка новых декоративных элементов. В перспективе на ближайшее будущее рассматривается вариант обустройства летней террасы, дабы посетители заведения смогли наслаждаться приятным застольем на открытом воздухе. Ринат Музафаров, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. Накануне в нашей стране свой профессиональный праздник отмечали социальные работники. Торжественное мероприятие по этому случаю прошло сегодня в Доме молодежи. Евдокия Титаренко расскажет подробнее. Социальный работник – профессия, которая становится делом жизни лишь тех, кто готов самоотверженно трудиться для людей, которые в силу недуга, преклонного возраста, сложившихся обстоятельств не могут обходиться без посторонней помощи. Сегодня для всех них в Доме молодежи состоялось праздничное мероприятие, посвященное профессиональному празднику. Уважаемые сотрудники социальных служб города, сегодня мы собрались в связи с вашим профессиональным праздником, Днем социального работника, который был установлен в 2000 году указом президента Российской Федерации. Эта дата свидетельствует об уважении к труду людей, которые выполняют сложную и ответственную работу и гуманную миссию по отношению к слабозащитным слоям населения. Труд социального работника всегда был и остается одним из самых благородных в мире. Это нелегкое дело, которое под силу далеко не каждому человеку. Вам нужно обладать не только профессиональными умениями и навыками, но и открытой душой, милосердием, быть чутким, отзывчивыми, уметь принимать чужую боль как свою собственную. Среди прочих, за многолетний добросовестный труд и высокое мастерство почетной грамотой администрации городского округа города Сибай была награждена Ирина Провалова, социальный педагог Юго-Восточного межрайонного центра помощи семье и детям. В этой профессии она уже 12 лет. Главное самое чувство – это любовь к людям, доброта, душевное спокойствие.
Терпение. Да, конечно, я много жертвую, я рву сердце свое, вот видя такую обстановку в семьях, судеб людей. Все это я близко принимаю к сердцу. Конечно, тяжело порой бывает, но ничего, все меняется, со временем все проходит. С учетом того, что Юго-Восточный межрайонный центр обслуживает не только наш город, в этот день были награждены и специалисты соседних районов. Мы рады присутствовать на этом мероприятии. Получила грамоту с администрации района, и поэтому очень благодарна району, что район поддерживает, и нашему комплексному центру, отделению общему. Именно социальные работники на практике реализуют государственную политику поддержки социально незащищенных слоев населения страны. Милосердие, доброжелательное, заботливое отношение к другому человеку – вот что лежит в основе профессии социального работника. Евдокия Титаренко, Радмир Сингулов, Любовь Карпова, телекомпания СТВ. В связи с ростом пожаров и гибели в них людей, а также введением с 4 мая 2017 года особого противопожарного режима на территории Республики Башкортостан, городской пожарно-профилактической комиссии еженедельно проводятся рейды. Они уже прошли во многих поселках города, и сейчас в зоне внимания садовые общества. В числе первых оказались 3-й и 4-й сады. В состав пожарно-профилактической комиссии, которая еженедельно проводит профилактические рейды, входят представители отдела надзорной деятельности, Управления гражданской защиты, Сибайского территориального комитета, Министерства экологии и природопользования республики, органов внутренних дел, средств массовой информации. О рейдовых мероприятиях председатели садов были предупреждены. Тем не менее, уже при въезде в сад номер 3 комиссия выявила нарушение – неэксплуатируемый пустой газовый баллон, который является даже более опасным, чем полный. Далее в ходе проверки внимание обращалось на наличие источников воды, которые в случае чрезвычайной ситуации будут необходимы для тушения очагов огня. Как выяснилось, возможности для пожарных заправиться водой на территории садового общества номер 3 не имеется. На помощь могут прийти только близлежащие водоемы. Все выявленные нарушения были зафиксированы на бумаге с целью их дальнейшего устранения. После чего комиссия отправилась в 4-й сад, где картина уже выглядела лучше. Шли работы по установке специального бака объемом в 10 кубометров воды, предназначенного для противопожарных операций. Вдоль дорог и при въезде в сад установлены плакаты по пожарной безопасности. Имеется специальный кран на случай чрезвычайных происшествий. На 8 июня 2017 года на территории городского округа города Сибай произошло у нас 33 пожара, в том году 25. То есть с начала года у нас складывается неблагополучная обстановка с пожарами, с начала года идет рост. К сожалению, что у нас вот тоже идет уже на сегодняшний день рост количества пожаров в садовых обществах. На сегодняшний день произошло уже 3 пожара. 2 пожара произошли в 11-м саду и 1 пожар в 6-м саду. В ближайшее время подобные пожарно-профилактические рейды пройдут во всех садовых обществах Сибая. Лена Кириллова, Данила Любаев, Али Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. И последнее. В выставочном зале Центра народной культуры и досуга открылась первая в нашем городе свадебная фотовыставка. Уникальные творческие экспозиции, которые на века запечатлели в себе самые радостные мгновения создания семьи, наблюдала и наша съемочная группа. Расставание с отчим домом, искренние слезы радости родителей за своих сыновей и дочек, которые еще совсем недавно были малышами, а сейчас сами строят свою семью. Момент рождения новой ячейки общества – один из самых счастливых в жизни. И запечатлеть эти неповторимые мгновения – настоящее искусство фотографии. На свадебной выставке, организованной фотографом Русланом Кумушкуловым, опытные и начинающие художники Сибая представили свои фотоработы, наполненные любовью и нежностью. В Сибае работает очень много фотографов, и у каждого свой определенный стиль. И у меня давно была такая мысль собрать их всех на одну выставку. И вот сегодня моя мечта, можно так сказать, воплотилась. И я собрал много фотографов, многие откликнулись. Спасибо им большое за это. Открытие фотовыставки началось с тематического флешмоба образцового ансамбля эстрадного танца «Пин-код», участники которого на время преобразились в женихов и невест. Затем зрителей порадовал своим жарким восточным танцем коллектив «Эйфория». После концертных номеров зрители отправились в выставочный зал лицезреть фотоискусство. Фотография дает нам образ застывшей жизни, дает возможность остановить непрерывность ее движения, отмечает фотограф Ильдар Кудабаев. В этой сфере он уже 3 года. Когда-то любимое хобби превратилось в любимую профессию, которая сейчас приносит основной заработок. Свадебная фотография для меня это запечатлеть именно те самые искренние
моменты, которые происходят именно на свадьбе, потому что потом дальше их не будет, когда, дай бог, молодожен свадьбы больше не будет, и, соответственно, бабушка эту слезу больше не пустит на этой свадьбе. Поэтому моя задача главное сохранить этот момент определенный. Поэтому на этой фотографии я смог это сохранить, причем здесь плачет отец жениха, а не невесты. Дальше здесь была свадьба, где внучка, невеста, она очень сильно любила свою бабушку, и, соответственно, бабушка тоже очень сильно любила невесту, дочь, внучку свою. И я попытался показать их вот эту самую любовь, и назвал «Есть только миг», потому что на самом деле она молодая, а завтра уже вот совсем пожилая и так далее. Ну и, соответственно, здесь любовь родителей, она называлась любовью, потому что любовь родителей и других родителей привела к этой свадьбе. Жизнь состоит из удивительных моментов, каждый из которых хотелось бы не только навсегда оставить в памяти, но и сохранить в душе те самые приятные воспоминания о радостных минутах, связанных с ними. Именно в этом нам и помогает фотография, которая призвана оставить след в истории и запечатлеть лучшие мгновения для себя и следующих поколений. По словам организаторов, искусство фотографии в нашем городе набирает свои обороты, и потому подобные фотовыставки планируется сделать традиционными. Евдокия Титаренко, Радмир Исенгулов, Олег Кадыров, Гульгина Раскильдина, телекомпания СТВ. Такими были новости пятницы. Самую актуальную информацию вы всегда можете посмотреть на нашем официальном сайте sibaytv.ru. А я, Наиля Ахмедшина, прощаюсь с вами. Хороших выходных и до встречи в эфире.